Приветствую зрителей телеканалов НВК «Саха» и «Якутия-24», а также слушателей радио ТТ. В студии Анастасия Кобызева мы работаем в прямом эфире. И сегодняшний эфир посвящен вопросам ЖКХ и энергетики. В эти дни в Якутске проходит отраслевая неделя ЖКХ в рамках предстоящего профессионального праздника Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Представляю участников нашего эфира. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Колодезников. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Дмитрий Садовников. Председатель постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Яков Ефимов. Председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Антонина Винокурова. Также в студии присутствуют руководители ведомств и предприятий коммунального комплекса республики. Еще раз всем добрый день. Напоминаю телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире по телефону 32 011. Вы можете задать свои вопросы, которые касаются отрасли ЖКХ и энергетики. А гости студии в прямом эфире ответят на них. Начнемте нашу беседу и предлагаю ее начать с вас, Алексей Засимович. Какие перспективные задачи стоят перед отраслью ЖКХ и энергетики? Добрый день. Настя, позвольте воспользоваться возможностью поздравить работников жилищно-коммунального хозяйства, их семьи, родных и близких с предстоящим профессиональным праздником. Конечно же, от вашей деятельности, от вашей работы зависит настроение нашего населения, качество жизни. Пожелать здоровья и удачи. Но если говорить о перспективах, то нужно остановиться, наверное, о том, что было сделано в последнее время. Для нас очень важно, что мы очень много работали в части модернизации коммунального хозяйства. За последние годы 365 котельных было построено. Мы занимались и сетями. Это позволило нам снизить технологические нарушения практически в 2 раза. Мы смогли сократить износ, который достаточно большой и сегодня. Большое событие для нас было то, что в прошлом году у нас новый якутский водозабор был введен, который позволяет поставлять качественную воду жителям городского округа Якутск. Конечно же, мы занимались вопросами и энергетики. В прошлом году, допустим, знаменательное событие было, когда мы ввели в Тикси ветропарк совместно с японской компаниями. Ну и, конечно же, это обновление от этой энергетики. Хотя проблемы очень серьезные до сих пор есть. Мы ввели с вами станцию ИГРЭС-2, которая по сути своей позволяет все-таки более надежное энергоснабжение обеспечивать. Если говорить о перспективах, то, конечно же, как бы мы ни говорили о том, что очень много сделано, все равно потребности людей растут, и ставятся вопросы и по подключению частного сектора, хотя мы подключали за последние годы очень много, в пределах, наверное, 10 тысяч домов было подключено, это большое количество. Есть вопросы, связанные, которыми нам придется заниматься, это все-таки вопросы мусорной реформы, которые сегодня на слуху у всех. Конечно же, это программа «Чистая вода», это все-таки часть национального проекта по экологии. Мы в этом проекте тоже занимаемся. Более того, сегодня Министерство ЖКХ и энергетики уже разработало программу по водоснабжению и решению вопросов Вилюйской группы районов. Это, конечно же, вопросы экологии в целом, касающиеся нас. Ну и для нас очень важно это все-таки заниматься вопросами энергосбережения. Потому что сегодня ресурсы, конечно, колоссальные тратятся. И для нас очень важно, чтобы все предприятия, ресурсоснабжающие компании, ну и потребители этим вопросом очень серьезно занимались. А для себя мы видим, что есть тема, связанная все-таки с программой оптимизации локальной энергетики, потому что у нас самая крупная, наверное, локальная энергетика в стране, потому что с такого количества дизельных станций ни одного субъекта нет. Ну, наверное, в мире тоже мы сопоставимы там с Аляской, с Канадой. Для нас это тоже вопрос обновления
дизельных станций, тоже номер один. Наверное, можно много было говорить о спектре задач, которые стоят, но я вот сказал о тех задачах, которые будет коммунальное хозяйство, энергетика решать в текущем году. Алексей Засимович, большое спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире по телефону 32 01 11. Вы можете задать свои вопросы в прямом эфире, и гости нашей студии ответят на них. Дмитрий Дмитриевич, до завершения отопительного сезона еще 3 месяца. Как обстоят дела с отопительным сезоном в республике и как обстоит ситуация с завозом топлива? Ну, прохождение отопительного сезона особом внимании стоит в работе правительства Республики Саха-Якутия. То, что было отмечено, какими достижениями мы вошли в отопительный сезон, было сказано вот нашим курирующим заместителем председателя правительства. Ну а в сухих остатках, цифрах, если сказать, то у нас за отопительный сезон пока идет, у нас 314 нарушений, из них 55 по коммунальному комплексу, а остальные это по линии энергетики. Ну тут есть, конечно, разные причины, но в то же время мы стремимся к тому, чтобы их минимизировать. И та цифра, которая у нас идет, если в сравнении отопительным сезоном 2017-2018 годом взять, то это на более 200 нарушений ниже, чем, скажем, тот год. А в текущей ситуации мы отмечаем, что отопительный сезон проходит, считаем, нормально. И здесь надо отметить, что мы завозим одновременно топливо-энергетические ресурсы, да, и в этом плане мы идем сегодня в цифре 444 тысячи тонн, и это где-то более 71%. И эта ситуация тоже мониторится, особое внимание относим к северным улусам районам, и, повторюсь, она находится на контроле, и мы отмечаем, что идем в графике. И план стоит, чтобы выполнить ее. И я думаю, что мы, благодаря нашим работникам, нашим предприятиям, эту работу выполним. А то, что отопительный сезон завершится достойно, я в этом плане тоже хотелось бы надеяться, что так оно и случится. Дмитрий Дмитриевич, большое спасибо. Как мне сообщают, у нас на эту минуту поступило более 100 обращений. Давайте ответим на звонки наших телезрителей и радиослушателей. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос, пожалуйста. Алло. Алло, вы в прямом эфире. Сидорова Елена Петровна, город Якутск. Вводом нового водозабора Якутска в период паводка будет ли чистая вода? Спасибо большое за ваш вопрос. Давайте я на него отвечу. Вообще мы действительно несколько лет реализовывали программу по реконструкции водозабора города Якутска. 4 миллиарда 900 миллионов рублей на эти цели направили. Более того, мы посчитали, что нельзя нагружать тариф по водоснабжению, чтобы резкого роста не было. Основные затраты взяли на бюджет республики. Это погашение основного тела по кредиту, привлеченному в разных кредитных учреждениях, и по процентам. В прошлом году водозабор города Якутска был введен. Надо иметь в виду, что в составе водозабора города Якутска построен ковш приемный объемом 300 тысяч кубометров воды. И этот ковш является таким первым отстойником воды. Потом у нас по станции первого подъема вода поступает уже в очистные сооружения, которые по сути своей, их не было раньше. И более того, используется не хлор, а гипохлорид натрия. Это производится от поваренной соли и не так вреден, как хлор. Ну и думаю, что вот паводок весенний, он как раз покажет, насколько эффективно было принятые мероприятия и технологии. Но мы считаем, что качество воды будет значительно лучше, потому что мы же помним, что каждый год, когда идет весеннее половодье, качество резко ухудшалось, и жалоб очень много было. Но в этом году наверняка качество будет значительно лучше. Единственное, что нужно понимать, что магистральный водопровод это все-таки в собственности водоканала города Якутска,
А есть у нас еще внутриквартальные сети, которые находятся у управляющих компаний. И здесь, конечно, нужно все-таки работу проводить, особенно в летний период, в рамках подготовки к следующему отопительному периоду сети нужно промывать. И эти мероприятия надо делать, чтобы в целом поступающая качественная вода с водозабора города Якутска, она не теряла это качество, проходя через магистральный водопровод и распределительные сети. У нас есть еще один звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Меня зовут Антон Васильевич, я из города Нюрбе. У меня вот такой вопрос. В прошлом году все население Вилюйской группы районов пострадали из-за загрязнения реки Вилюй. Как нам теперь быть? Будет ли у нас чистая вода? Спасибо. Давайте Дмитрий Дмитриевич ответит, потому что программу они разрабатывают. Действительно, на сегодняшний день Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики разработана программа. Она идет процедуру согласования. Между тем, конечно, есть ряд замечаний, которых у нас уже поступили. Мы будем дорабатывать ее. В целом программа задевает 6 муниципальных районов, 31 населенный пункт и 28, скажем так, объектов. И повторюсь, пока программа разрабатывается, здесь финансовое обеспечение мы видим через некоммерческую организацию Фонд будущих поколений, от средства, которые поступают от компании «Алроса», ежегодных отчислений 150 миллионов рублей. Ну и в будущем видим средства муниципальных образований, а также республиканский бюджет. В будущем, конечно же, с нас и правительство, и руководство региона требует, чтобы мы попали и в общую федеральную программу «Чистая вода». Министерство, конечно, над этим работает. И я думаю, что нам удастся попасть в эту федеральную программу, тем самым в будущем обеспечить не только, скажем, Вилюйскую группу улусов чистой водой, да, но и постараться все муниципальные образования. Ну, глава региона Арсений Сергеевич Николаев ставит задачу, чтобы во всех муниципальных образованиях, центрах, такие установки были установлены, и в густонаселенных населенных пунктах также. И задача, может быть, в первых порах такая, скажем, высокая, может быть, достигнуть ее будет тяжело, но в то же время мы ее должны достигнуть. Такая задача стоит, и я думаю, что мы со всеми, скажем, муниципальными образованиями, совместной работой с коллегами по правительству мы этого добьемся. Спасибо. Слушаем следующий вопрос. Алло, вы в прямом эфире. Добрый день, меня зовут Мария, я сама с Алайховского района, и у меня такой вопрос. Что делает инструмент, чтобы в законодательстве учитывались особенности крайнего севера? Спасибо. Законодательство. Яков Ананич. Народный Да. депутат. Теща, да? Добрый день, Мария. Ну, Государственное собрание Республики Саха-Якутия является представительным, законодательным и контрольным органом власти Республики Саха-Якутия, государственной власти Республики Саха-Якутия. И ввиду своей деятельности, конечно, парламент уделяет значительное внимание для развития и содержания высокого качества уровня, и в том числе северных районов. Ну, законы, конечно, очень много принимаются для развития северных районов республики. Это там закон о статусе малочисленных народов севера, закон о статусе административных территорий, о статусе, о природопользовании, законы о языках, законы о кочевых школах, законы о кочевой жилье. Ну, таких законов очень много. А то, что касается, наверное, жилищно-коммунального хозяйства, да, сегодня, ну, это закон о северном завозе, вот, который обеспечивает и направлен на своевременное и качественное обеспечение продуктами, материалами там, жизнедеятельности северных районов. Ну, вот такие законы. И не только там законодательные инициативы там в парламенте, а ведутся, ну, очень много обсуждений идет для улучшения и для решения проблем северных районов. Это такие инструменты, как круглый стол, да, парламентский
слушание правительственный час. Вот на днях мы проводили именно по Северному заводу. Сегодня проводили правительственный час по авиации, ну, транспорту, да, там затрагивали проблемы тут тоже северной авиации, малой авиации. Ну, таких вопросов очень много. Поэтому Государственное собрание, я скажу, уделяет огромное внимание вот именно развитию северных районов. Яков Ананьевич, большое спасибо. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Меня зовут Лена Дмитриевна Иванова из села Тасы. У меня вот такой вопрос будет. Два вопроса. Как будет вывозиться из частного сектора мусор? И второе, как будет начисляться плата за мусор? Алло. По плате, наверное, Антонина Борисовна ответит, а по вывозу я бы предложил ответить непосредственно региональным операторам. Хорошо. Добрый день, Елена Дмитриевна. У нас плата начисляется, утверждена, она в едином размере на 1 кубический метр твердых коммунальных отходов, а нормативы у нас утверждены на человека, поэтому плата будет исчисляться с человека. При этом хочу сказать, что у нас тарифы утверждены на 1 кубический метр, и они варьируют по муниципальным районам. То есть у каждого района свой тариф, и зависит это от расстояния перевозки, от различных факторов, которые отличают эти улусы друг от друга. Но есть единые подходы ко всем тарифам. Вот, например, у нас появились такие новые затраты, как плата за негативное воздействие на окружающую среду. В городе Нерюнгри и в городе Якутске с Жатаем появилась инвестиционная плата для строительства новых полигонов. Также в тарифы включено содержание региональных операторов, а также затраты на их производственные расходы, допустим, на закуп контейнеров, на закуп мешков, на закуп спецтехники, компьютерных программ и так далее. И есть еще бытовые расходы на агентские сборы в этих тарифах. Поэтому плата будет начисляться с человека. Спасибо. Теперь необходимо ответить на вторую часть вопроса. Это Петр Юрьевич Алексеев, в силу того, что это пришло с Таты, это генеральный директор ООО «Экологические системы Якутии». Они являются региональными операторами по заречной группе районов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые телезрители. Так, ну по поводу вывоза отходов, да, твердых коммунальных отходов с частного сектора, ну, в частности, вот в Татинском районе, в селе Тыккёль, нами определен сейчас вот, районный оператор, это ООО «Чаран». С ними подписан договор на транспортирование и размещение отходов. Да. Сейчас мы как бы начали работаем в многоквартирных домах, как вот села Тыккёль, да, так и в других райцентрах. Да. Это обслуживаемый жилой фонд. Да. И там вот ранее как бы оказывалась услуга по вывозу сухого мусора. Сейчас эта услуга как бы является коммунальной услугой, услуги по обращению с ТКО. Да. В отношении частного сектора, да, ну, как говорит федеральный закон 89-й, да, об отходах производства и потребления, в соответствии со статьей 8 там разделены полномочия именно по обращению с ТКО. Да. В частности, то, что в городских поселениях вопросы формирования, содержания, создания контейнерных площадок, вот, мусорных площадок, да, отнесены к самим городским поселениям. Да. А в сельских населенных пунктах эти вопросы отнесены к муниципальным районам. Да. И в настоящее время мы проводим работу как вот с муниципальным образованием, поселениями, так и с администрацией муниципальных районов именно по расширению сферы деятельности, по услуг по обращению в сфере ТКО. Это в частности вот, индивидуальное жилищного строительства. Да. И сейчас мы
где-то вот разработаны в соответствии со схемами размещения вот таких вот площадок. Поселения должны утвердить схему, генеральная схема санитарной чистки, где будет указано там, сколько контейнерных площадок нужно установить в населенном пункте и сколько контейнеров, да, и определить такую схему. Когда вот определятся все эти схемы, да, в соответствии с данными схемами, мы уже начнем как бы расширять свою деятельность в отношении вот частного жилищного фонда. У меня все. Спасибо. Спасибо. У нас есть следующий звонок. Алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Анатольевич, проживаю в поселке Марха. Вот сейчас в России с 1 января, ну и в том числе и у нас в республике установлены, значит, тарифы на коммунальные услуги по обращению с ТКО. Можно задать вопрос, как сформированы тарифы? Снова вопрос про ТКО. Ну, я думаю, что это все-таки тарифный вопрос. Антонина Борисовна, это поясните еще раз. Да, поясню еще раз. Я до этого вот сказала именно о тех новых расходах, которые возникли. Но у нас изменения претерпели и сами расходы на захоронение и на транспорт. Связано это с тем, что у нас немного выросли нормативы. Допустим, в городе Якутске на 9% выросли нормативы, потому что действующие нормативы, они были установлены очень давно, буквально в советские времена. А как мы все знаем, сейчас, конечно, мы образуем намного больше сухого мусора, чем было раньше. Вот учтено изменение нормативов. Также у нас транспортировку, когда мы считали, мы брали средний действующий тариф по городу Якутску. Также по другим муниципальным образованиям мы посчитали средний тариф, исходя из среднего расстояния вывоза. Он у нас получился на 300 рублей, в городе Якутске 265 рублей. А вот эти расходы добавили. Помимо этого у нас теперь вот новая плата за негативное воздействие на окружающую среду. Мы ее сохранили на уровне 2018 года, который был утвержден. То есть уже учли это изменение. И есть еще вот содержание, закуп там контейнеров и так далее. Вообще вот начиная, вот если смотреть мусорную площадку, да, вот содержание самой площадки, содержание ее в чистоте, обновление, ремонт, это относится к собственнику этой площадки. А вот именно начиная с контейнеров, это уже прерогатива регионального оператора. То есть обновление контейнеров, их там очистка, если надо, обеззараживание и так далее. Потом вот грузят на мусоровоз, когда вокруг мусоровоза, если мусор рассыпался, это тоже убирает региональный оператор. И дальше уже транспортировку, он отвечает за транспортировку и отвечает за содержание полигона. И за сортировку мусора, если она в будущем появится. Спасибо. Предлагаю ответить на следующий вопрос. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Тимофеев Степан. Я хочу поинтересоваться, есть ли льготы для многодетных семей по оплате квартплаты? Вопрос очень интересный. Агентство субсидий, наверное, ответит. Анатолий Анатольевич Соловьев, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, на сегодняшний день мера социальной поддержки у нас имеется. Это предоставление адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, уполномоченным органом на сегодняшний день является государственное казенное учреждение Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день мы предоставляем субсидии гражданам, так и многодетным семьям. Тут необходимо отметить, что 11 мая 2012 года было принято постановление правительства Республики Саха-Якутия 192 о расчетах стоимости за оплату жилищно-коммунальных услуг, где сказано, что семьи, имеющие 5 и более детей, отнесены в отдельную категорию граждан. Так? И необходимо отметить, что за 2018 год сумма предоставленных субсидий по адресным составила 740 миллионов. Из них многодетным семьям предоставлены субсидии сумма в размере 201 миллиона. В том числе многодетным семьям, у которых более 3 и 4, это 141 миллион, а где 5 и более детей, сумма предоставлена в размере 60 миллионов. Спасибо. Спасибо. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Петр Васильевич.
Хотел узнать, вот слышал, что в некоторых домах делают перерасчет платы за отопление. Не подскажете, куда нужно обратиться для этого? Пожалуйста, повторите ваш вопрос. Слышал, что в некоторых домах делают перерасчет платы за отопление. Куда надо обратиться для этого? Спасибо большое. Агентство. Давайте агентство Агентство- субсидий Нет, опять Анатолий энергосбережения. Анатольевич. Энергосбережение. Райер. Вопрос по перерасчету. Спасибо за вопрос. Ну, вопрос по перерасчету. Вам необходимо обратиться, если это непосредственно с ресурсоснабжающим заключен договор, то это непосредственно ресурсоснабжающая организация. А если услуги предоставляются через управляющие компании, то как бы в обслуживающую вас управляющую компанию. Вот они произведут вам перерасчет. Сейчас по законодательству один раз в год, это примерно в первом квартале следующего года. Ну, после перерасчета уже, конечно, цифры должны скорректироваться. Спасибо. Предлагаю ответить на следующий вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это житель из улицы Хабарова, 7. У меня только один вопрос. В прошлом году у нас планировался провести капитальный ремонт газоснабжения. Но до сих пор никаких мер не принято. Скажите, в этом году у нас сделают и будет ли что-то сделано? Ну, мы надеемся, что сделают. Спасибо за ваш вопрос. Капитальный ремонт по адресу Я Хабарова, понял, 7. что там в программе было. Давайте ответит тогда Алексей Олегович Лобов, в Рио, генерального директора фонда капитального ремонта. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые телезрители. Значит, вопрос действительно сегодня такой стоит очень щепетильный, наверное, и острый. Проблема ну, по республике, да, и по городу в целом очень серьезная. Значит, в прошлом году, ну, в отношении данного адреса и не только его, значит, мы объявили 16 аукционов, провели, выявили подрядчиков. Значит, подрядчики вышли, провели обход по квартирам, прошли, и были активные недопуски. Были недопуски в квартиры. Значит, люди просто отказывались, значит, проводить этот ремонт. Ну, соответственно, пользуясь, значит, нормативно-правовыми актами, фонд вправе не проводить. То есть данный конструктив подразумевает 100% замену. Вот. В этом году мы планируем объявиться, значит, по тем же домам, которые были и в прошлом году, и, соответственно, этот перечень еще увеличился. Но, опять же, стоит проблема, как люди будут реагировать на данный, значит, ремонт. Соответственно, я всегда говорю и постоянно с управляющими компаниями на эту тему, чтобы управляющие компании, чтобы управы проводили информационно-разъяснительную работу с собственниками помещений, чтобы допуск был 100%. Из прошлогодних 16 домов, да, мы провели ремонт только в 2. Соответственно, остальные дома были перенесены на этот год. Если маленько цифр, да, на сегодняшний день дома, которые нуждаются в ремонте ВДГО, составляют, ну, порядка 208 МКД. Поэтому сегодня работа в этом направлении активно ведется, как с руководством города, так и Саха-Транснефтегаз. Есть планы, и мы занимаемся, работаем и стараемся, и будем надеяться, что данную проблему будем как-то решать. Спасибо. Спасибо большое. А я напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что вы можете задать свои вопросы по номеру 320111. А у нас есть следующий вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Меня зовут Горохов Семен Семенович. Я из села Начала Галаевского района. Вот у меня вопрос. Будет ли построена новая котельная в нашем селе? Вот старая котельная находится в аварийном состоянии. Спасибо за ваш Давайте вопрос. Вот генеральный директор ГУП ЖКХ ответит. Это их район.
Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, Аллаховский район один из отдаленных улусов нашей республики. И поселок Началах у нас котельная в аварийном состоянии, это мы знаем. Поэтому принято решение в этом году построить новые котельные. Уже ПТН мы отгружаем, уже часть уже поставлена, поэтому в этом году будет новая котельная. С учетом всех соединений, всех частного сектора и так далее. Спасибо большое. Предлагаю ответить на следующий вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Это Егоров Айсен Семенович с Хангаласского района, село Немигунцы. Читал в новостях, что правительство встречалось с Росатомом, и у меня такой вопрос. У нас что, будут атомные станции? Спасибо. Очень интересный вопрос. Действительно, недавно Росатом приезжал с большой группой. Более того, мы подписали соглашение еще в прошлом году на ВЭФе по взаимоотношениям и рассмотрению вопросов атомных станций малой мощности. По сути своей есть разработки у Росатома, которые интересны для нас. Это РИТМ-200 мощностью 50 мегаватт. Там выдается электроэнергия, может и подаваться теплоснабжение. Но 50 мегаватт – это достаточно большой объем, он интересен, наверное, для крупных недропользователей, и, возможно, там использование со строительством линии электропередач, чтобы вот несколько населенных пунктов взять, потому что речь идет в большей степени в использовании в арктической северной зоне, где у нас локальная энергетика. И есть еще атомная станция малой мощностью 6-10 мегаватт на базе, называется на шельф. Вот здесь, конечно, очень интересно для наших населенных пунктов. Вот, допустим, мы считали по Батагаю, да? Там у нас затраты колоссальные. Мы практически 1 300 000 рублей тратим на теплоснабжение этого населенного пункта. Завозим уголь по Северному морскому пути Джибари-Кихая. И там окупаемость очень существенная, потому что затраты ежегодно с 1 300 000 падают до 700 миллионов рублей. И для нас достаточно выгодно. И такие станции, они, конечно же, интересны для недропользователей. Там, где у нас развивается золотодобыча, добыча серебра, там, где отдаленные населенные пункты, от населенных пунктов, там, где нет централизованного энергоснабжения, конечно, эти станции будут интересны. И я думаю, что все равно перспектива у них есть. Поэтому с Росатомом мы сейчас выбираем площадки, где это можно использовать, и, соответственно, дальше будем уже отрабатывать по нескольким направлениям. Конечно, это будет происходить не везде, потому что для нас эта тема очень новая, и, возможно, будет 1-2 площадки, где мы эти технологии будем внедрять. Спасибо. Звонки в наш колл-центр продолжают поступать. Давайте ответим на следующий вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, это вас беспокоит в городе Якутска. Меня зовут Симонов Гаврил Симонович, да? Меня интересует 2 вопроса, да? Когда будет построен полигон? И второй вопрос, и почему население должно платить за строительство полигона? Вопрос полигона и почему население должно платить за строительство полигона? Ну, по полигону пусть ответит генеральный директор Якутской Кассети. Все-таки концессия подписана с ними, и они на себя обязательства такие взяли. И на второй вопрос он тоже сможет ответить. Добрый день, уважаемые телезрители. Да. Что касается строительства полигона, то мы находимся в плановом режиме работы сейчас. Ведется проектирование, началось оно в августе прошлого года. Проект – это очень ответственное мероприятие, очень большое. Срок сдачи проекта – июль месяц. Значит, это включая все экспертизы. Дело в том, что проектируется особо опасный объект, поэтому экспертизы будут 2, обе будут федеральные. Проходить, скорее всего, в Москве первая экологическая экспертиза. Она начинается буквально в течение следующего месяца. И вторая экспертиза будет экспертиза главгосэкспертизы, также она будет проходить в Москве. После окончания проектирования и защиты мы начнем строительство полигона. Сам полигон – это высокотехнологичный объект. Он исключает контакт отходов с окружающей средой, он исключает контакт тех веществ, которые образуются в результате размещения отходов с окружающей средой, предусматривает сбор свалочного газа, который выделяется при хранении отходов в любом случае. И этот объект
полигон, он заполняется, вернее сказать, вводится в строй поэтапно. Вот первый этап, позволяющий размещать отходы, у нас по планам должен быть запущен в этом году. До конца этого года мы должны построить первый этап значит, вот этого объекта. Также это будет на 26-м километре Вилюйского тракта. Там же на этом земельном участке будет располагаться и предприятие по обработке отходов. Это следующий, значит, объект, который запланирован нам к постройке. Это срок 2020-2021 год. Это включая проектирование. Второй вопрос. Почему население республики должно платить? Дело в том, что 89-й федеральный закон, который был принят у нас достаточно давно и постоянно совершенствуется, определил то, что загрязнитель платит. Да? Все мы, производя какие-то отходы, обязаны за это носить плату. И поэтому новые объекты, они, как правило, строятся за счет того загрязнителя, который эти отходы размещает, допустим, в нашем случае на полигоне. Что касается старых объектов, например, имеющегося полигона на 9-м километре, он, как мы знаем, все подлежит рекультивации. Вот на рекультивацию деньги и на этот объект будет выделять федеральное правительство по целевым программам. Да, целевая программа «Чистая страна» называется. Потому что как бы он существует с 60-х годов, этот старый полигон, мы с вами на него в большинстве своем все-таки мусор не кидали. И поэтому за то, чтобы сделать этот объект безопасным, вот федеральное правительство выделяет деньги. А за то, что мы кидаем мусор, мы должны заплатить. Большое спасибо. У нас есть следующий вопрос. Здравствуйте. 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 Ваш вопрос. Звоню из Татинского улуса. В мае прошлого года во время паводка разрушила столбы линий, по которым получаем электроэнергию для нашего села Чечемах. Хотим сказать спасибо Татинскому РЭС за работу, что не оставили нас без света. Но сейчас нас интересуют следующие два вопроса. Первый вопрос. Скажите, что в этом году планируется сделать для того, чтобы избежать подобной ситуации в селе Чечемах? А второй ваш вопрос? И второй, почему в Центральной Якутии так много отключений света было в прошлом году? Большое спасибо. Так, у нас здесь в студии находится заместитель генерального директора Якутскэнерго Петр Михайлович Дьяконов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. По поводу села Чечемах Татинского улуса мы в этом году запланировали работы по выносу наших линий электропередачи из зоны, которая подпадает под риск подтопления. Уже провели торги и определили подрядчика этих работ. Вот он должен уже в скором времени приступить к этим работам. И по нашим планам мы должны успеть эти работы начать и закончить в этом году. По поводу частых отключений в центральном энергорайоне, они связаны, они вызваны двумя причинами. Да, первая причина в том, что мы нарастили в 2018 году и планируем, кстати говоря, нарастить еще больше ремонтных работ в 2019 году. Вот. Ну а как вы все знаете, что согласно правил техники безопасности в соответствии с действующим законодательством, все ремонтные работы, а также все работы, связанные с технологическим присоединением, должны проводиться на полностью обесточенных линиях электропередач. Ну вот для примера, мы в прошлом году только в Центральной Якутии отремонтировали почти 460 километров линии электропередачи, заменили на СИП почти 100 километров проводов,
Ну, кроме того, у нас было очень большое количество договоров технологического присоединения. Они тысячами измеряются. Вот. И вот для проведения этих работ, конечно, приходится производить отключения. Вот эти плановые отключения мы, опять же, в соответствии с законодательством, предупреждаем о них, размещаем эту информацию на своем сайте, на наших страничках в социальных сетях, предупреждаем крупных потребителей и администрации. Ну, вторая причина в прошлом году, с которой были связаны отключения, это в прошлом году у нас проводились масштабные работы по присоединению Центрального энергорайона с рынком Дальнего Востока. То есть там происходила, так скажем, пусконаладка, да, вот этого процесса. А также в 2018 году у нас был первый, так скажем, год работы якутской ГРЭС-2. Вот, и на ней тоже были определенные, так скажем, детские болезни, которые вызывали в том числе аварийное отключение в Центральном энергорайоне. Но эти процессы в 2018 году, будем говорить, прошли. Вот, и значит, мы уверены, что в 2019 году количество уже аварийных отключений должно быть намного меньше. Спасибо. Большое спасибо. Предлагаю ответить на следующий вопрос. Добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос. Абулахов Николай Николаевич, Верхневлюйска. Для улучшения качества энергоснабжения Белийской группы ЛУСов какие работы в настоящее время проводятся или планируются? Большое спасибо. Для нас очень важно все-таки завершить 3-й и 4-й пусковой комплекс линии Мирный-Сунтар-Нюрба. Если до Сунтаров у нас линия построена, то до Нюрбы там нам еще нужно строить и высоковольтную линию. Она достаточно дорогостоящая. Предварительно, в прошлом году мы договаривались, что эту работу на себя возьмет компания «Двеок», но на уровне Российской Федерации принято решение, что «Двеок» по сути своей расформировывается. Но для нас эта задача не снимается. Мы сейчас прорабатываем вопросы в части того, чтобы все-таки использовать те активы, которые у нас есть. У нас есть сети в пределах 5 миллиардов стоимости. И в ближайшее время у Александра Сергеевича Николаева будет проведено совещание в конце марта в части подходов по использованию наших активов, в том числе направление средств на строительство Мирный-Сунтар-Нюрба. Но там вопросы не только этой линии, там же еще есть тема распределительных сетей, потому что, да, можно построить высоковольтную линию, но трансформаторные подстанции и распредсети тоже нужно приводить в порядок. В свое время мы поручили Якутскэнерго разработать проектно-сметную документацию по распредсетям, и это ПСД уже по сути своей работы завершены. Мы думаем, что в инвестпрограмме Якутскэнерго тоже по распредсетям предусмотрим ремонтные работы, чтобы все-таки расшивать эту проблему. Она достаточно серьезная. У нас закрытые центры питания по Вилюйской группе районов. Такая же проблема в Амгинском районе есть. Там у нас тоже завершается проектирование по линии. Я думаю, что получив исходные данные, мы сможем в инвестпрограмме предприятия тоже закладывать средства, чтобы эти линии строить и снимать эти ограничения. Большое спасибо. Мне подсказывают, что у нас есть еще один звонок. Добрый день. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Терентьева Светлана Ивановна с города Покровска, Хангаласского района. У меня вот такой вот вопрос. Почему при снижении тарифов на отопление у юридических лиц тарифы для населения не снижаются? Большое спасибо за ваш вопрос. Антонина Борисовна. Вопрос ко мне. Действительно, у нас есть случаи снижения тарифов на тепловую энергию для юридических лиц.
Во-первых, в 2017 году это произошло в связи с выравниванием тарифов на электрическую энергию. Ну и это происходит иногда, когда меняется технология, там переводится котельный там, с угля на газ и так далее, да, с нефти на уголь и так далее. У нас проблема в том, что у нас население не платит экономически обоснованные тарифы практически по всем поставщикам. У нас окупаемость платежами населения тепловой энергии составляет в среднем по республике не более 30%. При этом у нас население платит практически одинаково, делится только на города и села, а вот себестоимость этого тепла у каждого поставщика разная. Поэтому окупаемость тоже разная слагается. Допустим, в Вене-Батантайском Улусе это вообще 6%, а, допустим, в городе Якутске это 70%. Поэтому, когда снижается экономически обоснованный тариф, в связи с отсутствием окупаемости платежами населения, тариф для населения не меняется. Но бывают единичные случаи, когда у нас есть очень дешевые поставщики, очень дешевая технология, очень оптимальная загрузка. И там, когда снижается тариф поставщика, может снизиться тариф и для населения. Но это в исключительных случаях, когда есть 100% окупаемость. Большое спасибо. У нас есть следующий вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мен садовниковка вопрос берем Магаровым, Дмитриевича. Амматан Виктория Василий Васильевич Дермен. Ваш вопрос, пожалуйста. Беги волданы корка делякписет, онула коркалар баппут, деревня каларыбыт, онула корак кити мусор бутын хаддак, оларбат ток бутын мусор бутын хаддак телевизион кейти нахсанан тадюгит кебите жашок Дмитриевич. Ama akımına sarıyasın yılı bilet iki kişi olarak kurduk koratağın kvartire ve kasadan turar. Onu kadar enerji musar bilir. Спасибо большое за вопрос. Гражданин живет в деревне, но в городе у них есть квартира. Как им поступить с вывозом мусора? Ну, вопрос такой, да, действительно, есть собственность у граждан с района в городе Якутске. И они, я так понял, прописаны здесь. И мы сегодня, как было сказано, взимаем плату за количество прописанных. А если они не прописаны, то здесь от количества собственников. При этом мы понимаем, что если люди не производили мусор, но между тем собственность есть, мы должны вот в этом плане, конечно, понимать, чтобы все равно плата должна быть. Учитывая, что люди не проживают, это, наверное, вот грехи законодательства, но в то же время сегодня картина такова, что везде, где бы они ни были, надо им платить. Большое спасибо. У нас есть следующий вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Николаева Марфа Герасимовна. Я вот проживаю в доме, в Якутске, в доме по улице Богдана Чижика, 6. И вот у меня вот такой вопрос. Я считаю, что наш дом относительно новый. И почему мы должны платить взносы на капитальный ремонт? Мы вот сейчас, в данное время, платим взносы на капитальный ремонт. Ну, если дом новый, зачем мы должны платить их? Большое спасибо. Алексей Олегович ответит, наверное. Взносы на капитальный ремонт. Зачем платить, если дом может новый? Я не расслышал, насколько дом новый. Вот, ну, действительно, 2009 законом года. республики, значит, предусмотрено, так сказать, 5-летние каникулы. Вот. Значит, если дом введен в эксплуатацию после июля 2015 года, соответственно, данный дом освобожден на 5-летний период, значит, от уплаты взносов. Поэтому так вот. Большое спасибо. Предлагаю ответить на следующий вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Ольга Николаевна. Я живу в селе Зведей Хангаласского улуса по улице Нагорная. Вот в нашем селе несколько лет назад построили новую котельную. Большая часть подключилась, а только наша улица осталась, еще одна дальняя.
Нам обещали в прошлом году подключить, а в этом году сказали точно. Реально ли это? Большое спасибо за ваш вопрос, Алексей Засимович. Ну, вообще, вот, если говорить о подключении частного сектора, то надо иметь в виду, что для нас каждый подключенный дом – это рост субсидий, который мы доводим до организации коммунального комплекса. Да, мы очень много этим вопросом занимались. Я уже озвучил, что за прошедшие пятилетие десятки тысяч домов было подключено. Это существенные затраты для бюджета. В прошлом году мы подключили в пределах 1900 домов. При 1500 это были дома, у которых уже врезки были сделаны. И были муниципальные образования, которые участвовали в инвестиционных проектах, которые финансируются из республиканского бюджета. И по этим проектам мы тоже подключали. Но я хотел бы коротко сказать, что все-таки для нас очень важно, чтобы подход был сбалансированный. И мы ставим задачу для того же ГУП ЖКХ, чтобы они сокращали свои затраты, чтобы роста тарифа не было. В этом году мы как сделали этот тариф? Раньше мы в основном поднимали процентов на 6. С 1 июля текущего года такого роста для коммунального хозяйства не будет. В среднем рост будет 2,4%. Конечно, это средний этот рост по республике. У некоторых организаций он выше, но все равно в среднем должно быть 2,4%. И предприятия должны свои издержки сокращать. По идейцам, наверное, лучше, если Виктор Викторович ответит, потому что он более точно знает. Но если там в планах было, наверняка должны подключить. Виктор Викторович. Село Юдей – один из отдаленных поселков Хангаласского улуса. По подключению частного сектора, оставшийся в селе, вопрос очень давно стоял. И по плану нашего предприятия в этом году как раз увеличение мощности должна быть, поскольку на сегодняшний день котельная работает на предельном режиме, и поэтому мы в этом году план включили, чтобы увеличить мощность котельного 1 мегаватт. Но когда подключаться будет частный сектор, да, мы должны работать с муниципальным образованием, софинансирование именно по приобретению труб и материалов. Поэтому мы с Хангаласским улусом и администрацией местных очень активно работаем. В этом году в Хангаласском улусе мы вообще софинансированием и соглашением Хангаласской администрации построим 3 новых котельных в селах. Поэтому и поселки Юдей, если мы увеличим мощность в этом году, когда в плане стоит, да, мы тогда будем с администрацией совместно заключать соглашение, чтобы они софинансировали вместе с людьми, чтобы покупали материалы, и тогда мы можем подключить. Вот Алексей Ильич сказал, что именно по увеличению затрат и субсидий республики, да, есть такой вопрос, поэтому у нас последние года мы 1500, по 2000 подключали, но в этом году план стоит только около 500 домов, поэтому мы в этом году с кем соглашение подписали, и как частный сектор, кто вложился в покупки труб, и мы будем подключать. Большое спасибо. А где будет еще продолжено подключение частного сектора к централизованному отоплению? Ну, для нас очень важно, чтобы все-таки в арктической и северной территории подключение происходило, потому что ресурсы просто-напросто исчерпаны. Есть населенные пункты, где заготовка дров происходит за несколько десятков километров. Я уже озвучил, что мы будем подключать там, где уже врезки есть. Ну и в этом году тоже многие муниципальные образования уже стали победителями гранта по проектам, где им выделяются средства на строительство котельных. Там мы тоже будем подключать. Как Виктор Викторович сказал, что есть муниципальное образование, где подписываются соглашения с предприятиями, там несколько источников используются, это ремонтные источники предприятия, допустим, ГУП ЖКХ, это население, когда собирает там средства на подключение, муниципалитеты участвуют, мы там однозначно будем эти процессы поддерживать и будем
подключение делать. Но еще вот есть у нас программа газификации. Соответственно, нам, конечно же, нужно обеспечивать и газоснабжение населенных пунктов, чтобы обеспечить теплоснабжение качественное. В этих населенных пунктах тоже будем газификацией заниматься по плану, который у нас сформирован. Вообще коммунальное хозяйство сейчас направлено на то, и наши предприятия, чтобы качество жизни улучшалось, не ухудшалось. Поэтому там, где возможно, мы эти процессы будем продлять. Я сам, когда был министром жилищно-коммунального хозяйства, был одним из инициаторов этой программы. Считаю, что эта программа улучшает качество жизни нашего населения. Большое спасибо. Предлагаю ответить на еще один вопрос. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария, да, Павлова. Я живу в городе Якутске, но прописана в районе. Я хочу спросить про субсидии. В Якутске я вот арендую квартиру, да, а в районе плачу квартплату. Можно ли мне в Якутске получить субсидию? Анатолий Анатольевич. Мария, большое спасибо. Соловьев Анатолий Анатольевич. Его вопрос. Спасибо за вопрос, Мария. Так, субсидия предоставляется непосредственно там, где вы прописаны. Это у нас установлено в нормативно-правовом акте, поэтому на арендуемое жилье субсидию, к сожалению, вы получить не можете. Субсидию можете оформить в любом районе в нашей территориальной службе, независимо, где вы находитесь. Так, а также можете обратиться через многофункциональный центр «Мои документы», ну и, конечно, через электронный портал Е-Якутия. Спасибо. Большое спасибо. У нас есть еще один вопрос. Алло, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Андрей Игнатьев, город Якутск. Хотел бы спросить вопрос, почему мы платим за отопление летом, в летнее время? Большое спасибо. Не совсем слышал. Почему мы платим за отопление в летнее время? Танина Борисовна готова ответить. У нас, согласно федеральному законодательству, мы должны были определить, как будет платить наше население в зависимости от сезона, допустим, зимой много платить, а летом не платить, или взять годовые расходы и равномерно распределить помесячно. Мы приняли решение именно взять годовые расходы и распределить их помесячно. То есть, если мы не будем платить летом, то мы бы зимой платили бы в 2 раза выше. И это, конечно, было бы очень тяжело для наших граждан платить такие расходы. Но есть исключения. По инициативе органов местного самоуправления, в принципе, это можно пересмотреть. Вот, допустим, поселок Жатай, по инициативе поселка Жатая было принято решение, и было им разрешено применять платежи граждан в зависимости от показаний приборов учета помесячно. Там все дома оприборены тепловой энергией, и люди там платят уже по приборам учета. И отличие еще заключается в том, что дома там построены энергосберегающими технологиями, и там платеж сам по себе меньше, чем в обычных домах наших. Большое спасибо. Это был последний вопрос. На этом наш часовой прямой эфир подошел к концу. Я благодарю всех участников за то, что пришли и ответили на вопросы телезрителей. Напоминаю телезрителям и радиослушателям, что все вопросы, которые поступили сегодня в наш колл-центр, обязательно будут обработаны. На все вопросы Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики с участием предприятий коммунального комплекса обязательно дадут ответ. Спасибо всем, большое всем спасибо. Поздравляем всех с наступающим праздником. Всего доброго.